Воскресенье, 21:30 на канале БСТ. Время подводить итоги недели. Добрый вечер, я Альбина Хайруллина, и вот ключевые темы выпуска. Не проехать, не продать. Вот наш участок, наши колышки. И все, больше ничего, ни дороги, одно поле. Вот. Земля в дефиците, очереди только растут. В Иглинском районе смогли эту проблему решить, которая не менее сложная, а в Чешминском, и Ургазинском, и Туймазинском районах не могли решить. Вместо участков льготникам в республике предлагают выдавать деньги, по какой цене готовы забрать пустырь. Впереди камера 60. Улыбнитесь и не нарушайте правил, камер на дорогах станет в 3 раза больше. Добились снижения ДТП за счет этих камер фотофиксации. Электронные постовые будут работать и ночью, а помимо скоростного режима начнут фиксировать выезд на красный, заезд за стоп-линию и даже неправильную парковку. Филармония, спортплощадки, рестораны и амфитеатр у воды. А сколько посадочных мест примерно на Здесь порядка где-то 570. Работы по укреплению берегов Белой в Уфе на стадии завершения. Теперь набережную осталось сделать комфортной для отдыха. Прощание со школой на трезвую голову. Продали 2 бутылки пива, арахис. Продажа алкоголя в дни последнего звонка была запрещена, но ряд продавцов решили, что закон писан не для всех. И скачки напряжения на Терро-Башкирии. У нас есть свидетели, у нас есть документальное подтверждение, что Караскин там не работал и никак не мог участвовать. С дистанции за лучшего жокея республики сошли сразу 2 команды. Их результаты были аннулированы за попытку обмануть жюри. В Башкортостане предлагают вместо земельных участков предоставлять льготникам деньги. Эту инициативу Радио Хабирова представила Минземимущество. Идею аргументировали дефицитом земли под частную застройку в городах региона и дорогостоящим строительством на них инженерной инфраструктуры. К слову, сейчас на очереди за улучшением жилищных условий стоят почти 19 тысяч многодетных семей-инвалидов. В Уфе их свыше 7 тысяч, но в столице предоставили всего 2 участка за целый год. Максим Окунев о монетизации льготы. Вот наш участок, наши колышки. И все, больше ничего, ни дороги, одно поле. Вот. Вместо благополучного поселка заросший бурьяном пустырь. С трудом преодолевая грязевое месиво, Лейсан Валеева показывает, где мог бы располагаться ее дом. Участок рядом с деревней Самохваловка в Калининском районе Уфы многодетная мама получила 3 года назад. Но строиться семья так и не начала. Вода здесь только в лужах. Нет ни газопровода, ни подъездных дорог. А статус поселка лишь на бумаге. Инфраструктуры вообще нету. Не подъехать. Первый год совсем не смогли попасть. Ни дороги, вот видите, грязь, все. И болотистые участки есть. Валеева, полученная от государства участок, и рады были бы продать, чтобы купить в городе квартиру побольше. Но закон запрещает это делать до тех пор, пока на нем не возведут жилой дом и не оформят его в собственность. Причем недвижимость будет разделена по долям на всех членов семьи, независимо от возраста. На неделе руководство Минземимущества предложило монетизировать эту льготу, то есть вместо участка возмещать нуждающимся ее стоимость. Правда, в ведомстве добавляют, компенсация, скорее всего, будет меньше рыночной стоимости. Подчеркну, что при таком количестве более 18 тысяч земельных участков, которые необходимо предоставить, объем бюджета, то есть не позволяет нам, гражданам, предложить какой-то такой ценовой эквивалент, который их устроит. Поэтому для многих, вот, например, для уфимцев, наверное, земельные участки в том же вот Благовещенском у нас сформированы земельные участки, получить может быть приятнее и выгоднее, чем какую-то там условную оплату. В итоге нуждающиеся в улучшении жилищных условий могут остаться перед выбором, ждать своего законного участка в очереди, а потом еще годы, пока возведут коммуникации, или получить льготу сразу в денежном эквиваленте. Земля сейчас далеко не самый ликвидный инструмент инвестирования, даже с этой точки зрения посмотреть. И поэтому как раз-таки вот такой бум прошел. Сильно дорого такие участки не продаются. Да, есть законодательство. Законодательство говорит о том, что коммуникации будут проведены по умолчанию, если это земли населенных пунктов. На практике все уже прекрасно понимают, каково это. Поэтому я думаю, что это решать, наверное, человеку, готов ли он прежде всего жить за городом. Еще одним аргументом в пользу денежной компенсации Минземимущество называет дефицит свободной земли
под частную застройку. Особенно остро стоит проблема в городах республики. Так, в Уфе за прошлый год было предоставлено всего 2 льготных участка при необходимых 7 с лишним тысячах. По республике эта цифра достигает 19 тысяч. Ради Хабиров поручил изучить все за и против инициативы ведомства, а до этого продолжить практику выдачи участков с инфраструктурой. При необходимости для этого будут дополнительные бюджетные вливания. Огромные массивы, участки, которые мы выделили многодетным, они стоят пустые. Потому что, прежде всего, нет коммуникации, мы об этом говорили. Поэтому я постоянно говорю об этом и прошу вас, я жду предложения, мы готовы увеличить финансирование на инженерные коммуникации для таких. И голое поле стоит, и вроде как задачу выполнили, но по сути не выполнили, люди там не строятся. И вот эти поэтому земельные участки не достигают заданной цели. Они потом то на рынке появляются, да, на общем продают. И вот хорошая идея обеспечения жильем многодетных семей, которые нуждаются, она не реализуется. Также власти предлагают больше участков горожанам на территории соседних муниципалитетов, где есть свободная земля. Например, уфимцам можно будет переехать в Благовещенский или Иглинский районы. Так или иначе, вопрос остается открытым. Вновь поднять эту тему Ради Хабиров предложил в конце мая. Максим Окунев, Динара Таймасханова, Артур Елаев, Владимир Шевчук. Итоги недели. Центр ядерной медицины, долгожданный роддом в Белебее и новые ФАПы. Медицина строится. Если проблемы с роддомом решили с помощью республиканских средств, то Центр лучевой терапии – это миллиардное вложение инвестора. К слову о деньгах. Врачи теперь будут получать премии за выявление рака на ранних стадиях. Впрочем, нашли способы, как вылечить кадровый дефицит в медицине. Репортаж Анастасии Ильчебаевой. Я люблю мамочку. Она уже разговаривает и даже умеет считать до 5, хотя самой едва исполнилось 2 годика. Самира Хайруллина – маленькая жительница Белебея. Вот только в документах в графе места рождения Октябрьский, как в принципе у многих малышей города, появившихся на свет в последние 3 года. Когда подходила дата родов, Салиме пришлось собрать вещи и уехать в роддом за 80 километров от дома. Окончания ремонта медучреждения в своем городе она так и не дождалась. Большая проблема, конечно. Это заранее надо узнать, куда ехать, договариваться. Была бы Белебея, и родственникам не тяжело было бы ехать. Это одна в городе, лежишь в роддоме. Приехать мужу надо отпрашиваться каждый раз. Однако родильный дом Октябрьского не может вместить всех желающих. Многие малыши появились на свет в Туймазах, поселке Приютово, а кто-то и вовсе за 200 километров в Уфе. Причиной закрытия роддома в Белебее стал некачественный капремонт. ЦРБ отказалась принимать объект в таком виде. Чтобы довести все до ума, требовалось 200 миллионов рублей. После визита Радия Хабирова деньги были найдены. Новый роддом начнет принимать пациенток уже в конце года. Помимо него здесь также будет женская консультация и гинекологическое отделение. Где у нас будут доктора принимать роды, это просторный такой кабинет именно для одной женщины. Строится это по новым стандартам. Вот наш фельдшерский ФАП. Как вы сами видите, здесь вообще бардак. А вот в деревне Баимбетово о новых стандартах даже и не слышали. Слой пыли на старом телефоне, а книгу жалоб и предложений здесь не открывали с 2012 года. Пациентов в ФАПе уже давно не принимают, рассказывает местная жительница. Здание было признано аварийным. Село Бурлы, туда едем, если надо будет что-то или прививку сделать ребенку. Маленьких детей смотреть приходит она сама, фельдшер. Ситуацию, в которую попали жители Баимбетова, обсуждали в рамках здравчаса. Аварийный ФАП, считает руководитель республики, восстанавливать бессмысленно. Самым правильным, а главное оперативным решением будет строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта. Включите вот это мое поручение, дайте, пожалуйста, если надо, я подпишу, выделяйте деньги оперативно и восстанавливайте. Вот. И доложите мне, когда ФАП там будет. От проблем в масштабах села к республиканским нуждам. В Стерлитамаке уже летом 2020 года появится Центр ядерной медицины. Он позволит проводить диагностику онкозаболеваний на ранних стадиях и тем самым повысить эффективность лечения. Центры позитронной эмиссионной томографии и лучевой терапии будут созданы на базе городской больницы номер 1. Там же будет организован стационар противоопухолевой лекарственной терапии. Таким образом, жителям южной части республики не придется ездить в Уфу. Центр – проект государственно-частного партнерства. Инвесторы планируют направить свыше 1 миллиарда рублей. Это существенно повысит доступность медицинской помощи жителям Стерлитамака и прилегающих к нему районов, как в части диагностики, так и лечения онкологических заболеваний. Причем это лечение и диагностика, они будут осуществляться в соответствии с самыми высокими
мировыми стандартами. Технические возможности – это лишь база, которая становится инструментом в руках медика. С 1 июля врачам начнут выплачивать премии за выявление рака на ранней стадии. Точный диагноз позволит вовремя начать лечение и тем самым спасти пациента. Данное постановление у нас находится уже практически на выходе. Данные средства Радий Фаридович обязал изыскать, Министерство финансов изыскало, и с 1 июля у нас будет предусмотрена выплата за раннее активное выявление онкологических заболеваний на ранней стадии в сумме не менее 5000 рублей. Только созданием комфортных условий в лечебных учреждениях качество оказания медпомощи не повысить. Нужны еще кадры. Создание дополнительных стимулов для молодых врачей – это задача, которая стоит перед главами муниципалитетов. А главы должны к этому еще достраивать ситуацию личного отношения, формирования позитивной среды вокруг этого, очереди, предоставления садика, земельного участка. И пошло-поехало, и вот получается комфортная среда, куда врачи идут. В начале мая Ради Хабиров подписал указ о выделении дополнительных 125 миллионов рублей на поддержку узких специалистов. Это мера стимулирующего характера, в первую очередь для выпускников башкирских вузов. Неонатолог, акушер-гинеколог, нейрохирург – это те специалисты, за которых сегодня главы районов и больниц готовы драться. И не только на территории республики. Представители Минздрава Башкортостана намерены выехать в соседние регионы, чтобы лично встретиться с потенциальными выпускниками и привлечь их в наши больницы. Анастасия Ильчебаева, Азат Садриев, Руслан Бадыргариев, Азат Петров, Артур Ханов. Итоги недели. Субсидия в 3 аккорда «Пришел, спросил, получил». Единственному в республике производителю гитар из Кумертау окажут поддержку, чтобы расширить дело. А для тех, кто только хочет вступить в ряды предпринимателей, на неделе презентовали новый бизнес-портал. Сайт выполняет функцию навигатора, следуя которому любой человек сможет получить всю необходимую информацию, чтобы стать драйвером экономики региона. Именно так назвал коммерсантов Ради Хабиров во время диалога с ними в бизнес-центре «Книжка», который назвали «Фабрикой будущего». Репортаж Азата Садреева. Рустем Абдрахманов лично проверяет каждую гитару, собранную в его мастерской. Слух у предпринимателя отличный, за плечами 2 музыкальных образования. Но свое призвание дирижер хора нашел в производстве шестиструнного инструмента. Анкерный болт служит, крутим в одну сторону, он двухсторонний, и ручка грифа меняет свое положение. Она может вверх подняться, голова, либо наоборот вниз. Вот. Все это склеивается, все должно быть очень четко, без никаких зазоров, иначе при игре ломается. 2 года назад музыкант-предприниматель получил субсидию на покупку оборудования, но теперь мощностей снова не хватает. Потолок для мастерской 200 гитар в месяц. Потребность в 5 раз больше. На инвестиционном часе в Кумертау, куда обратился Рустем Абдрахманов, обещали подыскать более просторные помещения. После этого коллектив с 6 человек вырастет до 35 специалистов. А тем, кто только собирается встать на рельсы предпринимательства, сделать это теперь будет проще. Радию Хабирова презентовали интернет-портал в сфере бизнеса и инвестиций. Это будет своеобразный сайт госуслуг для коммерсантов и тех, кто хочет вложиться в экономику региона. Чтобы у предпринимателя была возможность зайти именно в одно место и узнать сразу все, что есть в республике, а не ходить по несколько десятков сайтов. Во-вторых, мы дали предпринимателю возможность фактически в круглосуточном режиме обращаться со своими вопросами в органы государственной власти, для того, чтобы ему подсказали где-то, куда, как ему получить услугу, там, что ему делать. А эти ребята свое дело уже открыли и проблем с арендой помещения не испытывают. Рабочее место с юридическим адресом всего за 3000 рублей в месяц предоставляет коворкинг-центр «Формула будущего». О преимуществах резидента рассказали руководителю региона. Ради Хабиров, в свою очередь, попросил комитет по предпринимательству поддержать молодежь. Экономика есть какая-то у вас, если честно? Мы сейчас ее разрабатываем. Смотрите, мы придумаем так, чтобы вас аренда не душить. Да. Вот минимум, пусть они станут на ноги. Ну, правда, не душите. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Вот почему именно здесь? Потому что здесь близость нефтяного университета, там есть, мы уверены, что там есть отличные кадры, и нам это интересно с ними сотрудничать и брать оттуда кадры. Потому что наша главная проблема нашей компании – это кадровый голод. У нас не хватает программистов, у нас не хватает IT-специалистов.
150 государственных и муниципальных услуг доступны для предпринимателей в бизнес-центре «Книжка», где состоялось открытие филиала МФЦ. Удобства уже оценили коммерсанты, приехавшие на открытый диалог с руководителем Башкортостана. В ходе неформальной беседы на серьезную тему Ради Хабиров отметил, что малый и средний бизнес являются одними из главных драйверов экономики региона. Крупные компании в силах развиваться самостоятельно, а вот на помощь начинающим ИП, помимо уже действующих программ и инвестиционных часов, придут заместители глав администрации по предпринимательству. Такая должность появится с 1 июля. Я все пытался придумать какую-то схему, чтобы этот зам предпринимателя появился не так, что это какой-то дружбан, как говорят главы администрации, а какой-то человек, который уважает бизнес-сообщество. Поэтому с вашей стороны я что прошу, это очень важно, чтобы пришли люди, которые, в этом понимают, которые за вас, и которые могут продавливать свои решения в вашу поддержку в муниципалитете. Представители IT-компаний жаловались на отток кадров. Большинство специалистов этой сферы, в основном самоучки, а самых талантливых из них переманивают иностранные компании. Их просто выкупают, и они уезжают за границу, и там потому что еще больше зарплаты платят. Что нужно сделать, чтобы вот эти IT-специалисты оставались здесь у нас в республике? Надо создавать вот инфраструктуру, как сейчас создается, то есть это все эти IT-парки, акселераторы, где мы будем встречаться, то есть создать такое же Сколково, грубо говоря, или там Иннополис, но у нас в Башкирии. Работа в этом направлении будет продолжена. На создание в Уфе единых площадок со всей инфраструктурой, как для начинающих, так и для действующих предпринимателей, фрилансеров, креативных, творческих людей, направят порядка 2,5 миллиардов рублей. Поскольку это пока первый центр, который открылся в Уфе, могут им воспользоваться не только жители Калининского и Орджоникидзевского районов и близлежащего Октябрьского, но вообще в целом вся Уфа и все предприниматели Башкирии. В завершении встречи прозвучало предложение назвать 2020 годом предпринимательства в Республике Башкортостан. Ради Хабиров пообещал подумать над этой инициативой и сделать все для того, чтобы уже через 2 года регион стал настоящим клондайком для бизнеса. Азат Садреев, Артур Ханов, Виктор Беренков и Антон Барков. Итоги недели. Уфа. В 5,5 миллиардов рублей оценивается крупнейший дорожный проект на востоке республики — строительство магистрали Бирск-Тастуба-Сатка с мостом через реку Уфа в Караидельском районе. Переправу длиной 328 метров и объездную дорогу сдадут в нынешнем октябре. А вот для завершения всего проекта потребуется еще 3 года. Уже достигнута договоренность с Росавтодором и Минтрансом России о выделении федеральных средств на данный объект. На прошлой неделе, 14 мая, во вторник, с руководством Росавтодора и Минтранса достигнута договоренность о выделении в этом году дополнительно миллиарда федеральных средств на реконструкцию данного объекта. Предварительно, как уже отметил, это 1 миллиард. Соответствующее решение планируется принять в середине июня через отдельное распоряжение правительства Российской Федерации. А вот что касается дорог муниципального значения, то теперь песок и щебень для строительства и ремонта будет добываться на собственных карьерах, а не закупаться, как это было ранее. Соответствующее поручение местным властям уже дано. Это позволит улучшить дорожную ситуацию в деревнях и селах, при этом с минимальными затратами. Работы начнутся в первый день лета. В текущем году планируется обеспечить подъездные пути к населенным пунктам протяженностью почти в 2000 километров. Камер на дорогах республики станет больше почти в 3 раза. В первую очередь их установят на самых аварийных, опасных участках. На дорогах федерального, регионального значения, а также в центре крупных городов. К слову, согласно новому майскому указу президента страны Владимира Путина, до 2024 года смертность в авариях должна быть снижена в 3,5 раза. Новые видеокомплексы будут фиксировать не только нарушение скоростного режима, так что так называемые письма счастья нарушителям ПДД будут приходить и еще чаще. От машины осталась лишь груда металла. 2 детей спаслись чудом. А вот женщина погибла на месте. Причина смертельного ДТП – несоблюдение скоростного режима. Только с начала года на дорогах Башкортостана погибли свыше 100 человек. Федеральная трасса М5 – одна из самых аварийных. За лихачами теперь будет следить электронный постовой. Абсолютно новейший комплекс. Отличается от прежних компактных кречетов размерами, и возможностей у него больше. Данный комплекс позволяет фиксировать как дневное, так и в ночное время. В дневное за счет естественного освещения, в ночное за счет инфракрасной подсветки самого комплекса. И данная подсветка не позволяет проскочить нарушителям практически ни при каких условиях.
За счет блока питания и аккумуляторов они могут работать 48 часов, не завися от электричества. Всего же в этом году на федеральных трассах республики появилось 57 таких комплексов. Установка одного фото-видеофиксатора обошлась в 4 миллиона рублей. Однако, если подумать, что это цена спасенной человеческой жизни, сумма вполне оправдана. Одну из камер установили на этом участке федеральной трассы М5. Он считается потенциально опасным. Здесь есть пешеходный переход. В принципе, для этого участка достаточно фиксации превышения скоростного режима водителями. Хотя эта камера способна улавливать до 35 видов правонарушений. Помимо превышения скорости, они фиксируют несоблюдение правил проезда перекрестка, заезд за стоп-линию, игнорирование красного сигнала светофора. Камеры установлены на всех наших трассах, на М5, на М7, Уфа-Оренбург. Поэтому это будет тоже существенно способствовать снижению, как говорится, смертности и повышению безопасности, а также повышению, доходной части республиканского бюджета. В республике определены 136 мест концентрации ДТП. И не везде есть возможность фиксировать лихачей. В Башкортостане на сегодняшний день обеспеченность фото-видеосъемкой на дорогах составляет лишь 16% от необходимого количества. Но это только пока. Дополнительно 232 комплекса появятся на дорогах местного значения и в крупных городах республики. Камера фотофиксации снижает количество ДТП на дорогах. Вот если взять даже последний, который у нас комплекс стоит в Республике Башкортостан, 162 комплекса на сегодняшний день. А вот на данных участках у нас практически аварий нету. Если у нас есть механические ДТП, бывает, но с тяжкими последствиями на данных участках нет. Дорожная ситуация на контроле руководителя региона. Учитывая количество смертельных аварий по поручению Радия Хабирова, камер будет все больше. В планах до конца 2020 года установить в регионе 800 видеофиксаторов. Способствовать безопасности будет и дорожная разметка. К слову, взамен обычной краски наносить ее будут более долговечным термопластиком. Материал светится в темноте. Им планируют расчертить все региональные трассы. Это около 2500 километров. Трагичных случаев станет меньше, если работать по этой проблеме комплексно. Однако соблюдение правил на дороге автолюбителями зависит только от них самих. Динара Таймасханова, Артур Елаев. Итоги недели. В Уфе появится филармония и амфитеатр прямо на берегу реки Белой, где будет свыше 500 посадочных мест. Столичная набережная станет музыкальной. Между тем, работы по укреплению берегов на стадии завершения. С ходом стройки на неделе ознакомился Радия Хабиров. Перерезать ленты не будем, сказал руководитель региона. Набережную будут открывать поэтапно. Задача сделать ее одной из лучших в России. И вот еще одна деталь. Это будет не только новая зона отдыха. По берегу Белой будет проходить автомобильная дорога, которая нацелена разгрузить монумент. Тему продолжит Руслан Батыргареев. Здесь мы предполагали сделать филармонию. Это большой зал на 1700 мест для больших мероприятий. Не просто гидротехническое сооружение, а место, где можно будет окунуться в мир живой музыки. Филармония на Уфимской набережной ближе к железнодорожному мосту пока лишь в проекте. А вот амфитеатр со сценой у воды уже начали строить. Лицезреть и слушать известных исполнителей прямо на берегу Белой уфимцы и гости города смогут в скором времени. Ну, сколько посадочных мест примерно она вот? Здесь порядка где-то 570-600 мест. Набережная должна стать не только точкой культурного притяжения, но и местом массового отдыха горожан. Радия Хабирова в первую очередь интересует вопрос благоустройства территории. Где будут располагаться кафе и рестораны, а где прогулочные зоны? И что еще нужно для комфортного отдыха? Строительство первой и второй очереди гидротехнического сооружения завершено. Сейчас производится благоустройство этой территории. Помимо четырехполосной дороги предусмотрены тротуары, велые беговые дорожки, зеленая зона. Здесь же расположится амфитеатр. Все начиналось со строительства гидротехнического сооружения. Оно подразумевалось как берегоукрепление, то есть защита набережной от разрушения во время паводков. Но сегодня стоят уже новые задачи, как грамотно обустроить эту территорию. Поэтому во время рабочего совещания было принято решение создать единую дирекцию по управлению набережной. Большие объемы строительных работ сделаны. Мы сейчас уже начинаем думать о содержании. Что здесь будет, какая активность. Вот об этом сейчас надо думать. И, собственно, целью было сегодняшней встречи это. В моем понимании, это будет одна из лучших набережных России. Даже сейчас идут работы, а тут у нас дети еще гуляют. Поэтому мы каждый раз сегмент за сегментом будем открывать, благоустраивать и запускать сразу производство. Не будет такого, что мы ленточку перерезали, и вся набережная 5 километров открылась. Мы ее по частям сделали, часть пустили.
Общая протяженность набережной 5 километров. В этом году планируется полностью завершить возведение гидротехнического сооружения. Сейчас ведутся работы от Сутолки на монументе Дружбы до улицы Пугачева. В настоящее время там погружен весь трубошпунт. Выполняются работы по отсыпке, железобетонные работы. В сентябре 2019 года в части гидротехнического сооружения оно будет закончено. Будут новые покрытия, это откосы, это прогулочная зона на 88-й отметке. А это уже следующий этап, примерно от памятника Салавату Юлаеву до железнодорожного моста через Белую. В планах благоустроить склон в районе 35-й школы, чтобы эта территория, как и парк Ватан, стала еще одной зоной отдыха для горожан. Естественно, благоустроить овраг, чтобы он тоже не был такой недоступный, спуски и благоустройство самой овражной территории с выходом опять на набережную. От улицы Пугачева практически до станции Правая Белая. Еще одна задача – сделать дорогу на набережной проездной, чтобы она стала частью транспортной системы. С одной стороны, это разгрузит движение в районе монумента Дружбы. С другой, у столицы республики появится еще одна серьезная транзитная линия. Руслан Батыргареев, Артур Ханов и Виктор Миренков. Итоги недели. Уфа. А теперь о других событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от Айгуль Резяповой. Жительница Уфы спустя 8 лет узнала, что она официально мертва. Это стало известно после того, как в одном из столичных банков ей отказали в оказании услуг из-за недействительного паспорта. В ходе проверки отдела МВД по вопросам миграции обнаружилась причина. В 2011 году произошел сбой в системе, который никто объяснить не может. Сама пенсионерка связывает это со смертью супруга. Он скончался как раз-таки 8 лет назад. Вскрылись новые преступные эпизоды в деле золотого прокурора Рамиля Гарифульна. Как выяснило следствие, экс-правоохранитель регулярно получал взятки, и теперь в отношении него возбуждено новое уголовное дело. По предварительным данным, в начале 2018 года к Гарифульну обратились знакомые, чтобы он помог перевести помощника прокурора из отделения района республики в прокуратуру столицы. За это он взял 550 тысяч рублей. Напомню, экс-прокурор Советского района Уфы обвиняется в получении взятки в 5,5 миллионов рублей и находится в СИЗО. На этой неделе в Уфе произошло сразу несколько инцидентов с самолетами Сухой Суперджет-100. Вылет воздушного судна, принадлежащего авиакомпании «Азимут», был задержан на 5 часов. Из-за технических неполадок 94 пассажира ждали свой рейс в Ростов-на-Дону. Затем в небе над Уралом неполадки появились у такого же самолета авиакомпании «Ямал». Экипажу дали разрешение на снижение. Суперджет продолжил полет до Уфы на минимально подходящем эшелоне и успешно произвел посадку. Отныне техосмотр будет фотографироваться, а карты станут электронными. Закон о борьбе с нарушениями в сфере техосмотра автомобилей принят Госдумой окончательно. Электронное оформление карт, фотофиксация и так называемые квалификационные подписи призваны исключить в этой сфере возможность оформления поддельных диагностических карт. Более 1,5 миллиарда рублей уйдет на комплексное благоустройство придомовых территорий в 2019 году. В Башкортостане началась реализация республиканской программы «Башкирский дворик». Для участия в проекте необходимо не позднее 1 сентября принять решение на общем собрании собственников дома и направить заявление в администрацию муниципалитета. Программа «Башкирские дворики» рассчитана на 6 лет. До 2024 года власти республики планируют привести в порядок около 3000 дворовых территорий. В Уфу вернулись участники чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». В этот раз башкирская команда привезла домой 3 золотые медали. Это Павел Щитов, который стал лучшим в направлении электромонтаж, и Дмитрий Авдееев, который продемонстрировал свои навыки в веб-дизайне. А также первое место осталось за Дианой Замалиевой в документационном обеспечении управления. Помимо этого, представители Башкортостана пополнили копилку наград серебряными и бронзовыми медалями. В общем зачете команда нашего региона заняла 7-е место, поднявшись с прошлогодней 13-й позиции. На киностудии «Башкортостан» приступили к озвучке фильма по повести Мустая Карима «Таганок». На работу в студии фильма уйдет больше месяца. За это время будут записаны голоса всех 20 актеров. В студии используется голливудская система. Голос записывают сразу на 2 микрофона. Параллельно фоновые звуки для «Таганка» собирают в Екатеринбурге. В Уфу уже пригласили специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга. Работа идет и над спецэффектами, анимацией и записью саундтрека. Создатели запланировали премьеру фильма на осень, а точнее на октябрь, в день рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима.
Из-за последних звонков на неделе 23 и 25 мая был введен запрет на продажу алкоголя. Ограничения вводятся ежегодно и призваны сделать праздник школьников безопасным. Правда, для некоторых торговцев сухой закон не писан. Продали 2 бутылки пива, арахис, хотя не имеют права вообще продавать алкоголь, в открытом виде причем. Мы буфетный режим. Идемте покажу. Нам администратор лично сказал. Причем тут? Мы имеем право продавать в открытом виде алкоголь. Общественники напомнили нерадивым продавцам, что за нарушение правил продажи алкоголя грозит штраф до 10 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для юридических с конфискацией всей алкогольной и спиртосодержащей продукции. К слову, нарушение сухого закона в день последнего звонка было выявлено в 8 районах Башкортостана. 21 торговая точка попалась на нелегальной продаже. Контроль должны осуществлять сами граждане Российской Федерации и сообщать о правонарушении. Рейды проходят в среднем 2 раза в неделю. В среднем из 10 7 магазинов нарушает законодательство Российской Федерации. Свыше 19 тысяч 11-классников получили билет в новую жизнь. Еще не до конца взрослые, но уже не дети. Завтра они начнут сдавать единые госэкзамены, а потом кто-то поступит в вуз или техникум, а кто-то уйдет в армию. Каждого ждет своя дорога. Уже стало традиционным проведение весенних баллов, самый масштабный из которых, конечно же, в Уфе. На Советскую площадь вышли почти 5000 выпускников, которые впервые в едином ритме станцевали танго. О том, как уже вчерашние школьники делали первые шаги во взрослую жизнь, в материале Артура Шамсудинова. Под звуки полонеза в унисон тысячи выпускников прощаются со школьной жизнью. На лицах главных героев дня улыбка. Впрочем, в глазах все равно читается грусть. Ведь они расстаются не только со школьной партой, но и товарищами, с которыми 11 лет бок о бок учились в одном классе. Весенний бал в самом разгаре. Школьники долго готовились к этому, на репетиции ушли месяцы. А вот за право называться выпускниками они отдали без привлечения половину прожитых лет. И сегодня даже погода благоволит им. Пасмурные дни, которые были накануне, ушли, дорогу школьникам освещает солнце. Вдоль улицы не протолкнуться. За каждым движением наблюдают главные болельщики – родители. Казалось, только вчера они решали, в какую школу отвезти ребенка. Сегодня перед ними уже другой выбор. Дай бог, что все будет замечательно. Сдадим успешно все экзамены и поступим в тот университет, который мечтаем. А мечтаете вы или ваша дочь? Все вместе мечтаем. В основном она мечтает. 9 класс ОГЭ сдала с красным дипломом. И в этом году мы тоже планируем на хороший балл. Кажется, до конца не осознают происходящее и сами участники бала. Я рада, что я поучаствовала. Я в том году тоже ходила сюда с подругами, смотрела. Приходится расставаться с привычным и нырять в новое что-то. Это всегда пугает. Я рад, что школу закончил наконец-то. Вообще такое смешанное чувство. Вроде как и грусть, и радость одновременно. В этом году в Уфе в масштабном шествии приняли участие более 4500 выпускников. Ребята танцуют несколько танцев. Средневековый хоровод, вальс и впервые танго. Научить современных школьников премудростям танцевального искусства было непросто. Каждое поколение становится все более гаджетным, на самом деле. Да, с ними, с одной стороны, сложнее зажечь взгляд их уже тяжелее, да. Но с другой стороны, когда они впервые почувствовали вкус танго, особенно это было в Черниковке заметно, как вот черниковские парни среагировали на музыку танго и пошли танцевать. И, в общем, дорогого стоит, естественно, да. Торжественные линейки и концерты прошли по всей республике. В этот день со школы простились более 19 тысяч 11-классников. А вот от классического запуска воздушных шаров многие отказались. Поводом послужило возмущение экологов и зоозащитников. Казалось бы, безобидное развлечение может нанести непоправимый вред окружающей среде. Шары становятся причиной смерти птиц и других животных, которые не отличают их от пищи. В воздух запускали конфетти. Напутствие выпускникам давали учителя, ректоры вузов и первые лица республики. Многие вспоминали годы учебы и свой последний звонок. Моя школа для меня дала все мои основы жизненные и знания, которые у меня есть. Я очень благодарна школе, в которой я училась. Они вот сейчас на данном этапе сделали правильный выбор, чтобы они выбрали профессию по своему сердцу, по своей душе, и чтобы понимали, что в этой жизни все зависит от них и все возможно.
О том, какие планы у завтрашних абитуриентов, можно узнать из этого списка самых популярных профессий. Сердцем весеннего бала уже традиционно стала аллея выпускников. Годы диктуют свои условия. Если раньше каждый второй хотел стать космонавтом, сегодня, судя по этому списку, покорить космос готов только один. Мечты современных школьников стали более приземленные, а потому в списке наиболее желанных профессий – программист, экономист и врач. Маркетологом я бы хотела стать. Почему такой выбор? Ну, мне нравится эта профессия, она для меня интересная. Наверное, хотел поступить в БГУ на факультет прикладной математики и информатики. Ну, собираюсь поступать в ВУЗ, скорее всего, в нефтяной на программиста, потому что нефтяной находится в топе на 33-й позиции, и он престижный. Долгие годы учебы позади. Впрочем, расслабляться еще рано. Впереди многочисленные экзамены и волнительное поступление в вузы. Волна ЕГЭ начинается уже с понедельника. Артур Шамсудинов и Артур Елаев. Итоги недели. Очередной этап конно-спортивного турнира «Терра Башкирия» вновь не обошелся без скандалов. Еще одна команда сошла с дистанции. На сей раз правила скачек нарушили представители Аскинского района. Ранее был аннулирован результат победителя скачек из Зианчуринского района. Пытаясь обмануть жюри, обманулись сами. Артем Кочешев с подробностями. Страсти вокруг турнира «Терра Башкирия» напоминают кипящий вулкан. Но если раньше эмоциями разогревали сами скачки, теперь не менее интересно наблюдать за тем, что происходит в закулисье. Победитель третьего этапа оказался не Павлом Тараскиным из Зианчуринского района, а Павлом Караскиным из Мелеуза. Его результаты были закономерно аннулированы. Потребовали письменно объяснение с районов. Район выслал нам такое витиеватое пояснение, как бы он признает, что Караскин прописан в Мелеузском районе, потом начинает там показывать договора с каким-то хозяйством КФХ с Вачунского района. Но мы знаем, что еще раз у нас есть свидетели, у нас есть документальное подтверждение, что Караскин там не работал и никак не мог участвовать. В четвертом этапе должна была принять участие команда из Аскинского района. В последний момент представители северной части республики решили изменить заявку. Организаторы поняли, что теперь им предстоит иметь дело с лошадьми и жокеями из Иглинского района. В результате победители серебряного призера скачки не допустили к участию в финале. Положение турнира говорит о том, что представлять район могут и должны спортсмены, жокеи, непрофессиональные спортсмены, которые проживают на территории района, либо, я не знаю, по каким-либо, находятся, может быть, там обучаться в районе и так далее. На этом трудности для организаторов турнира не закончились. В самый разгар соревнований кто-то разбил стекло и нажал кнопку пожарной тревоги в здании ипподрома. Частично зрителей ненадолго пришлось эвакуировать с трибун. Но недоразумение ликвидировали за несколько минут, и соревнования продолжились. Так, а неужели ведет графиня под седлом Тансулпан Усмановой? Открытием четвертого этапа стала Тансулпан Усманова из Архангельского района. Она впервые принимала участие в скачках, до этого занималась только выездкой. При этом Тансулпан лишь на последних метрах уступила победу среди жокеев своего района. В финале же ей удалось выиграть одну из скачек, а по сумме занять итоговое третье место. Разница очень большая, даже вот как держать повод, как сидеть в седле в принципе. Управление лошадью тоже все отличается, но подстраиваюсь под все дисциплины спорта, стараюсь как-то подстраиваться. Конечно, так тоже нельзя, но как-то получается пока. В финале из-за дисквалификации аскинцев участвовало всего 6 жокеев. В тройке сильнейших компанию Тансулпан Усмановой составил серебряный призер Альфред Мухамедьяров из Белорецка и победитель Салават Баталов из Мишкинского района. При этом триумфатор предпочел не подниматься на сцену за заслуженной наградой. Расскажите, почему Салават сам не пришел получать награду? Салават, он очень к этой лошади привязан, он ее не бросает, тем более Салават с ней сутками около этой лошади занимается, тренируется, поэтому как бы сам все хочет процедуру провести его, прошагать, как обычно, замыть его. После череды неурядиц с заявкой на Терра Башкирия и попыткой отдельных участников добиться нечестного преимущества, легко представить, что результаты четвертого этапа еще не окончательные. Следующий, уже пятый по счету тур, запланирован на 15 июня. Участие в нем примут жокеи из Бакалинского, Балтачевского, Бирского и Федоровского районов. Артем Кочешев. В итоге недели. Такой выдалась уходящая неделя. Оставайтесь на канале БСТ и будьте всегда в курсе последних новостей. До свидания.